развития сотрудничества между нашими народами. Всеукраинский референдум и выборы президента республики прошли сегодня, 1 декабря 1991 года, в Украинской ССР. На референдум был вынесен один вопрос. Подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? В голосовании приняли участие почти 85% имеющих право голоса граждан УССР. 90% из них поддержали акт провозглашения независимости Украины. Таким образом, объявление независимости Украины, последовавшее 24 августа 1991 года, было подтверждено всенародным голосованием. Также граждане УССР избрали президентом Украины председателя Верховного Совета Украинской ССР Леонида Кравчука. На сессии вынесены важные вопросы, которые должны определить будущее Чечено-Ингушетии, ее политический и экономический статус в составе СССР и Российской Федерации. Жаркие споры разгорелись вокруг проектов декларации о государственном суверенитете республики и механизме народовластия. В городах и селах Чечено-Ингушетии прокатилась волна митингов. Избиратели недовольны тем, что сессия проходит при закрытых дверях, и на нее ограничен доступ журналистов. Радио и телевидение не транслируют работу сессии. На прошедшей сессии Верховного Совета нашей республики принята декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Принятая декларация, как мы понимаем, создает объективные предпосылки к тому, чтобы духовно возрождался многонациональный народ Чечено-Ингушской республики. Приняв декларацию, мы не допускаем и мысли о том, что это может привести в какой-то степени к самоизоляции от других народов и прежде всего от великого русского народа. Тут и речи быть не может о самоизоляции от других республик, от Союза СССР, а наоборот, мы считаем себя равноправным народом вместе с другими народами будем принимать активное участие в формировании нашего нового обновленного союза, вместе будем готовить союзный договор и на равных правах его подписывать. В Москве в Центральном доме Советской Армии открылся пленум Центрального комитета